Добрый день, уважаемые члены жюри научно-практической конференции «Науки юношей питают». Меня зовут Кузьмин Мишель, я ученик 7 Б класса Якутской кадетской школы-интернат. Мой руководитель Апрасимова Варвара Дмитриевна, учитель русского языка и литературы. Тема моего доклада – афоризмы военных времен Великой Отечественной войны. Мы должны знать о героическом прошлом нашей Родины, сохранять воинские традиции, помнить имена ее защитников, знать истории и культуры своего народа. Вот главные задачи нашего поколения. В связи с этим возникла гипотеза, что вся история Великой Отечественной войны могла отразиться в высказываниях военных. Цель нашей работы – изучение тематики афоризмов военных времен Великой Отечественной войны. Для достижения данной цели мы поставили следующие задачи. Первое – ознакомиться с историей возникновения пословиц и поговорок военного времени. Второе – найти афоризмы военных, изучить их историю. Третье – сделать вывод. Практическая значимость исследования состоит в том, что тема малоизучена и доклад имеет методическую ценность, может быть использован на уроках литературы, истории как методическое пособие, повышающее интерес к важным событиям России. Структура состоит из введения, двух глав и заключения. Литература. К работе прилагается список использованной литературы, но такой темы в интернете нет. Что такое афоризм? Это мудрое или остроумное изречение, короткая оригинальная мысль. Если пословицы и поговорки не имеют авторов, они явления устного народного творчества, то афоризмы, крылатые выражения бывают авторскими. Народный комиссар иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами, сказал он в начале войны. Вождь советского народа Иосиф Виссарионович Сталин. Все для фронта, все для победы. Отстаивать каждую пять советской земли, драться до последней капли крови. Раздавить фашистов в его собственном логове. Смерть фашистским оккупантам. Ни одной пяди чужой земли не хотим, но и своей земли ни одного вершка не отдадим никому. Что нашим врагам нравится, то нам вредно. У нас нет пленных, у нас есть только предатели. Кадры решают все. Генерал-лейтенант инженерных войск Дмитрий Михайлович Карбышев. «Я честью и родиной не торгую», — сказал он. Маршал Дмитрий Тимофеевич Язов. Война не окончена, пока не похоронен последний погибший на ней солдат. Герой Советского Союза, летчик-испытатель, комбриг Валерий Павлович Чкалов. «Я слабый человек, но я сделаю себя сильным и пригодным для борьбы. Для этого нужно себя натренировать и закалить в себе уверенность, что я буду победителем». Маршал Советского Союза Константин Константинович Рокоссовский. Только тот народ, который чтит своих героев, может считаться великим. Маршал Георгий Константинович Жуков. Для меня главным было служение Родине, своему народу, и с чистой совестью могу сказать, я сделал все, чтобы выполнить этот долг. Народ, переживший однажды большие испытания, будет и впредь черпать силу в этой победе. Гвардии генерал-майор, герой Советского Союза Иван Васильевич Панфилов. Героизм, военный талант, маленький успех – залог большой победы. Только тот командир заслуживает уважения, кто с уважением относится к бойцу. Рассмотрев найденные афоризмы военных, можем сделать вывод о том, что их тематика в основном заключается в словах: Родина, победа, честь, долг, люди, фронт.
предательства, так как эти слова были ключевыми во время Великой Отечественной войны. Крылатые слова военных времен Великой Отечественной войны и в наше время имеют большое воспитательное значение. Изучая пословицы и поговорки, крылатые выражения военных времен Великой Отечественной войны, используя их в своей речи, мы глубже понимаем историю, испытываем патриотические чувства, гордость за свой народ и любовь к своей родине. Спасибо за внимание.